Ну все, выехали. Начинаем спускаться с Якута. Да, я его закрыл. Буксует. Ну.
столица Амурской области. А? Это бревно какое-то? Бревно какое-то? Нух. 3 двойки. Номер. Виды здесь. Все, вот. Поднялись. Через 200 метров. Мишка здесь ходит постоянно тоже. А? Вот эти два столба. Как забыл, как они называются. Ну и все. Амурская область начинается. Вот. Саха, Сире, Якутия. Амурская область. Всё. Будем ехать дальше. Ехать нам еще 1200 где-то до Читы. И от Читы еще 650. 1800-1900 километров осталось. С 26-го грузимся обратно на Якутск. Вот там бы на сноуборде покататься было бы, наверное, вообще классно. Почему? Не здесь. Вон, видишь, там гора, которая вон самая белая такая. Оп, и мы уже в Лапрях. Сейчас будет подъем, на котором все тоже подвисают, когда опа, когда гололед, речка выходит, вода.
подъем. Ремонт пневмо, когда ездил, вот этот кран, который сейчас, из-за которого шланг сейчас отвалился, воздух стравило, он болтался, этот кран, и это из-за этого отломился он, то что болтался, и я сейчас сделал, приделал его, там, прикрутил, и все. Не видно почему-то, что мы в подъем едем. Мы едем в подъем. В межсезонье здесь, конечно, все висят. Сейчас вот когда ехали из Качкац выехали, снег был до Тита. Если бы он до сюда снег дошел, здесь бы сейчас все висели. Этот подъем, конечно, он медленно поднимается. Заезжено, таможено. Дэнди, буду, включусь. Расскажи свои впечатления обо всем. Хорошо. Все прекрасно. Все нравится. Все, поедете сейчас со мной в Якутию? Да. А мы в Тынде. Оп. Стелла. Бам. Тында. Подъезжаем сейчас. Там вот стоянка. Заедем на заправку. Надо будет заправиться. Ну, заправились. Выезжаем. У тебя Люда сейчас кофе упадет. Люда, у тебя кофе упадет. Там есть слева кто-нибудь? Да. Ну, когда с этой заправки, почему там на заправке все назад сдают и через тот светофор уезжают? Потому что надо вниз. Вон туда. Видишь, знак стоит, грузовым разворачиваться запрещено. Надо уезжать вон туда вниз.
Там разворачиваться и обратно по этой же дороге подниматься. А, да? Нам не сюда? Да. Нет, это когда на Якутск кто-то едет и заправляется на этой заправке. А мы сейчас туда едем. А мы сейчас на Соловьевск едем, на Невер. А, нам сейчас сюда. А нам прямо, да. Вот так вот. Вот так вот так вот делаешь, так вот. И вот так вот получается. Мы в городе Тында. Да? Да. Даже здесь есть бурятская еда. Хотя мы от Бурятии далеко, да? Почему? Не особо далеко. Хера себе. Ты ж не читать. А? Ты же не читал. Ну и А чё? в Владимире тоже есть бурятская? Ну да. На всем Дальнем Востоке, по-моему, есть. Да. Прекрасно. А, экскурсия. Да уж. Выезжаем с Тынды. Весь городок. Река Тында. Тында. Тут там сидит. Собаки. Нормально по дороге. Ты готовь. А чё? Сколько дней не заходила, что интересно. И вот какие-то склады здесь, что-то. Железная дорога. Вот через Тынду. Вот железная дорога идет на Владивосток. Вот здесь в частном секторе я тогда медикаменты выгружал. Когда с Хабаровска грузишься, здесь медикаменты надо выгружать. Тут светофора, вот, по-моему, не было. Взяли, поставили, включили его. Или он вообще всегда не работал, или он не работал, или... Нафиг он здесь нужен?
база, по-моему, она все больше и больше становится. Там все больше и больше копают. Много добычи. А? Много добычи. Да там песок копают, я не знаю, кого они там добывают. Ну, Какое золото. шучу. Куда я знаю, что там добывают? Ты вот мили все попало. Фантазия развита. Ту-тру-ту-ту-ту. Здесь кафешка вкусная. Где? Вон там. Ну, где фуры стоят. Главное, ее еще поворачивать надо. Ну да. Какой хорошенький асфальт. И даже не провалился. Да нет, он вообще ровный, адекватный. Вообще шикарно. Он вообще сама адекватность. Мне Волну тоже сказал, что кафешка вкусная. Да там вкусная была. У меня больше вообще вкусная была. Я не знаю, что тебе не нравится. Ты вообще придирчивая к еде. Ой, не придумывай. Я твою тушенку не А раз, а у нас уже темно. Проезжаем этот Стеллу А360. Лена. Вот она. Ничего не видно. Ну и ладно. Не, ничего не видно. Подъезжаем к развилке. Вот и развилка. Налево на Хабаровск, прямо Невер, направо Чита. Как жалко, что мы не в Хабаровске. Че, в Хабаровск хочешь съездить? Что там хочешь увидеть? Вот. Ну, съездим как-нибудь. Лобовое грязное. Лобовое, говорю, грязное. Мы же на заправке ходили, протереть забыли. Да. Нам Нам направо. 900. 990 километров нам еще чапать до мечты. Завтра вечером облегчите. Ну, если мы сейчас еще чуть-чуть проедем. Ну, чуть-чуть, в смысле. Такая вот развилка. Надо лобовой протереть, остановиться. Вообще ничего не видно. Надо Все, выехали на трассу Р, что-то там, кто-то едет, да? Хабаровск, Чита. Вот здесь уже. Раз, сразу встречек много Да-да-да. поехало. Сразу. Машинки поехали сразу. Ну, Где нам включилось? Уруша 100 километров, Скордина 20, Чита 929. А только что на развилке сколько было? 990. Да. Дебилизм вообще, читать не умею. Это ужас. Вот всё. Привыкли обманываться. Прочитали. Вот, будем ехать. То ли 990, то ли 929. Непонятно еще, короче. Все сами посчитали. Давай потом посмотрим, сколько сейчас пробег. 2 231 871.
До Читы доедем, посмотрим, сколько выйдет. А мы уже и в Ерофей Палыч. Нам не надо в кафе? Хлеба взять. Ну. Фига тут машин сколько. А там места нету нигде заехать. Нигде остановиться, не приткнуться. Все забито. Ладно, едем дальше. Вот здесь можно просто. Ну, встать можно, мне идти неохота. Идти никуда мне не пришлось. А? В смысле идти никуда бы не пришлось? А? Почему? Потом скажу. Ага. Граница Амурской области Забайкальского края. Слева? Ну, на стоянку заедем, покушаем. Все, асфальт сразу поменялся. Уже Что, кафе? нет, стоянка. О, здесь правда, кстати, круговое движение. А это да. Поэтому против шерсти заехал. Сейчас можно не дурак. Вот сколько народ ночует, смотри. Да. Здесь много кто ночует. Это что за фигня посередине? Где? Это дерево, я думаю, что это коричневое стоит. Заедем, сейчас покушаем. Ты едешь направо налево. Покушали. Выезжай. Со стоянки. Едем еще 700 с чем-то километров. А? 740 километров еще. Все, кончился у нас асфальт, как с границы выехали. Вот такой вот до Мазара сейчас вот такая вот дорога будет. Самые умотанные, что-то там 90 километров, по-моему, что ли. Умотанные, ушатанные. Как мы прям. Почему как мы? Вот такая вот дорога. Раз, волны такие. По встречной машине можно понять, как она, какая там дорога. Да, я говорю, по встречной машине сразу можно понять, какая там дорога. Если вверх-вниз фары прыгают, значит он на ямах прыгает. В Амурской области больше на круизе ехал. Сейчас Гастурмс. И скорость вон 60. Ну, приходится по этой дороге ехать. Ну,
Надеемся, что в этом году ее сделают. Но в Чернышевске сделали. Асфальт положили. В Сбегах уже давным-давно асфальт новый там положили. Надеемся, что и здесь когда-то сделают. Вот чуть-чуть разогнали, все, надо опять тормоз жать. Вот, вообще яма на яме. Я вот, хотя пустой и на пневме, все-таки торможу. Вот кто на рессорах ездит, вот я им не завидую. Они, наверное, здесь летают, подпрыгивают в кабине от этих ям. Амазар. Доехали до Амазара. Будем ложиться спать.